наш генетический аппарат, наши с вами хромосомы, откуда все мы родом, имеют волновой или квантовый эквивалент. А наш генетический аппарат работает как система образов. Для того, чтобы построить органы и ткань, надо создать пространственно-временной образ. Матрицу, по которой строится человек, да? Организм строится из яйцеклетки. Гены могут давать словесные команды. И нам удалось осуществить вот такие вещи, как трансляцию ДНК на расстояние, трансляцию генов волновым путем, теоретически на любые расстояния. Никто в мире этого до нас не делал. Это лазерная технология, это не какие-то, так сказать, эзотерические штучки. То есть мы перевели язык генетически на простые звуки, казалось бы. Но эти звуки не простые, а золотые. Чтобы мы не жили по 60-70 лет, как это сейчас происходит у нас и, в общем-то, во всем мире, а жили бы так, как жили библейские старцы. Значит, там врачи были в шоке. Потому что этого быть не должно, не может быть. Это воспринимается как чудо. На самом деле, за этим чудом стоит примерно 30 лет наших исследований. Попытки программировать стволовые клетки, используя старые знания по генетике, невозможно. Старая генетика сделала свое хорошее дело, и это ступенька. И дальше, значит, если вы будете оставаться на этой ступеньке, вы будете топтаться на месте. Вот это, для того, чтобы наш генетический аппарат работал нормально, надо позаботиться о духовном теле. Когда ты в быту, в общении с людьми, тем более с своими детьми, ты допускаешь мат, то каждое слово является мутантным геном. Для того, чтобы было нормальное потомство, надо иметь одного мужчину, одного отца, а не смесь генов. Вот почему наши предки так блюли институт девственности. Мы разговаривали с растениями, мысленно задавали форму листьям. У меня есть великолепные снимки. Это еще потрясающая вещь. Независимо от языка происходило восстановление хромосом. Куда запятую? Если после слова казнить, значит человеку смерть. А если после слова нельзя, казнить нельзя, помиловать, значит он жив будет, да? Вот перенос запятой. И все. Вот вам пример. А некоторые гены играют роль знаков пунктуации. Язык ДНК является вселенским эсперанто. Вот перспективы неограниченные, бесконечные. И вот в этом направлении столько, сколько мы можем, мы эти шажки делаем. Человеческий мозг и мозг Вселенной – это квантовый мозг, это квантовое сознание. Поэтому это очень важно. И для того, чтобы мы правильно в России развивались, мы должны это понимать. Да мы движемся в очень простом направлении. Сделать добро людям, чтобы они жили долго и были здоровы. И вот и все, что мы делаем.